Наверное, Facebook. Доброго дня. Кстати, меня слышно? Можем начинать. Мы в эфире. Я начинаю, да? Да. Кстати, меня слышно? Можем начинать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня мы продолжаем работу Крымского дискуссионного клуба, основной целью которого является создание единой дискуссионной площадки для украинских и зарубежных экспертов в сфере политики, культуры, науки, экономики, военных конфликтов, экологии. Ну, сейчас, конечно, является очень актуальным вопрос, это пандемия коронавируса, а также для политиков и государственных служащих и общественности. Сегодня в процессе обсуждения мы постараемся выработать рекомендации, обсудить возможные варианты развития событий. Данные рекомендации будут направлены органам государственной власти Украины и международным организациям. Прежде чем перейти к теме 15-й сессии Крымского дискуссионного клуба, хочу проинформировать о техническом сопровождении нашей дискуссии. Наша сессия проводится на платформе Zoom, в которой принимают участие 3 эксперта и 15 участников, а также транслируется на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра. Также вы сможете посмотреть 15-ю сессию в записи на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра. Также вы сможете посмотреть... В соответствии с нашей программой выступления экспертов до 7 минут, далее ответы на вопросы участников дискуссии и реплики экспертов до 20 минут. И подведение итогов дискуссии по 2 минуты каждому спикеру. Вопросы вы можете присылать как в рамках платформы, так и на странице Facebook Крымско-Татарского ресурсного центра, которые я буду озвучивать, и, соответственно, вы можете адресовать конкретно каждому спикеру отдельно, можете адресовать всем, и, соответственно, мы будем предлагать, просить наших спикеров ответить на ваши вопросы. Для обсуждения мы предлагаем следующие вопросы. Первое. Динамика и вызовы эпидемии COVID-19 в Крыму. Второе. Деятельность властей Российской Федерации в контексте эпидемии. Третье. Оценка деятельности властей Украины по оказанию помощи крымчанам. Четвертый вопрос – это эпидемия в оккупированном Крыму как вызов международному сообществу. Ответы на эти острые вопросы мы попытаемся получить сегодня на нашей 15-й сессии Крымского дискуссионного клуба на тему «Пандемия COVID-19. Вызовы для оккупированного Крыма». Я хочу представить участников дискуссии. Анжела Басанец, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, заведующая клиникой профессиональных заболеваний Института медицины труда имени Кундиева, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины. Юлия Лисовая, адвокат, правовой советник Общественного центра правосудия. Борис Бабин, доктор юридических наук, профессор, эксперт Крымско-Татарского ресурсного центра. К сожалению, мы анонсировали, но, к сожалению, не смогли к нам присоединиться 2 доктора, инфекциониста. Фархат Абдулаев, доктор медицинских наук, профессор, проректор Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского. Фархат Абдулаев сейчас, как мы получили информацию, находится в Харькове и борется за жизни людей. И поэтому, конечно же, для нас очень важно, чтобы каждая жизнь, каждый человек смогли все-таки побороть данную страшную болезнь, которая сегодня беспокоит весь мир. Ну и, конечно же, Ольга Голубовская, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, главный внештатный инфекционист Минздрава Украины. Пани Ольга сейчас находится в Александровской больнице города Киева и также борется за жизни людей. Поэтому, к сожалению, они не смогли сегодня принять участие в нашей дискуссии, хотя мы это обговаривали предварительно.
Ну и модерировать буду я, Искендер Бариев, председатель управления Крымско-Татарского ресурсного центра и член президиума Меджлиса крымско-татарского народа. А сейчас я хочу предоставить приветственное слово менеджерке проектов представительства фонда Фридриха Наумана за свободу в Украине Ирине Старовицкой. Пожалуйста, пані Ірина. Добрий день. Я сьогодні рада всіх вітати вас на 15-му Кримському дискусійному клубі. Мене звуть Ірина Старовицька, я працюю в фонді Фрідріха Наумана за свободу, а саме в його київському офісі. І коротко розкажу вам декілька слів про наш фонд. Фонд Фрідріха Наумана за свободу – це німецький політичний ліберальний фонд, який працює в Україні в сфері громадянської освіти, політичної освіти. Наш фонд проводить круглі столи, семінари, робить аналітику, політичні консультації, а також підтримує проекти, які спрямовані на поширення цінностей лібералізму, а також демократичних цінностей. Однією з сфер нашої діяльності є робота в сфері прав людини. І саме в цій сфері ми співпрацюємо з Кримсько-Татарським ресурсним центром. І сьогодні я маю честь і нагоду привітати вас всіх від імені фонду і розпочати цей дискусійний клуб, який сьогодні буде на тему пандемія COVID-19, а також виклики для окупованого Криму. Передаю слово модератору Искендеру Бариеву. Дякую за увагу. Дякую, пані Ірина. Но прежде чем мы приступим непосредственно к дискуссии, мы все-таки хотим продемонстрировать 5-минутный ролик, снятый в Крыму, о той ситуации, которая реально сейчас с ковид в Крыму сняли операторы проекта Crimeandtatar.org. Пожалуйста, Эльвир. Судя по всему, видать, по техническим моментам нет звука, но я думаю, что видно о том, что как собираются люди. Люди пытаются получить, при первых же симптомах пытаются обращаться в больницы. К сожалению, насколько мы владеем информацией, люди не знают даже, к кому обращаться. Потому что здесь вообще мы видим такие проблемы в Крыму, что если мы возьмем официальную статистику, я думаю, видео зависло, я думаю, давайте тогда с видео могут познакомиться все желающие есть в YouTube, а мы тогда продолжим нашу дискуссию. Дело в том, что по официальным данным в оккупированном Крыму так, сейчас секундочку.
Дело в том, что... Так, видео у нас... Меня слышат? Так, Я думаю, что стоит видео, наверное, уже убрать, раз нету звука. Или пробуем еще раз. Я попытаюсь тогда прокомментировать, раз видео мы показываем. Здесь мы видим, как люди обращаются в амбулатории, в больнице, создаются огромные очереди. На самом деле, мы, по последним данным, которые мы собирали на практике, многие люди жалуются, что они даже не знают, к кому обратиться. Не приходят врачи. Я думаю, тогда, наверное, давайте видео тогда отключим. Дело в том, что по официальным данным оккупационной власти на 20 октября 2020 года в Крыму обнаружили у 70 170 человек. Количество зараженных вирусом COVID-19 увеличилось на 161. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличился на 1 и составляет 111. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 122 и суммарно на сегодня равняется 4052 человека. В Севастополе на 20 октября 2020 года обнаружили у 1690 человек. Количество зараженных вирусом COVID-19 увеличилось на 50. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня не изменилось и составляет 51. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 41 и суммарно на сегодня равняется 1095 человек. Да, это статистические данные, которые дает оккупационная власть. Она обновляется к 13:00 по московскому времени. Но так ли это на самом деле? Правильно ли, скажем, дается статистика? И, соответственно, можно ли верить этой статистике? Ведь из практики, из наблюдений простых людей, которые непосредственно оказались в больницах или обращались в связи с появившимися первыми симптомами, мы видим совершенно другие тенденции. Во всяком случае, мы видим проблемы, когда люди не знают, к кому обращаться. Это первое. Во-вторых, прежде чем обратиться, людям рекомендуют или говорят, пока вы не сдадите компьютерную томографию КТ, то с вами никто разговаривать не будет. Далее мы видим процессы, когда огромные очереди, которые занимают с утра и до поздней ночи, не могут пройти КТ, это в Симферополе и в других регионах. Мы видим проблемы, когда местных жителей не кладут в больницы непосредственно в Симферополе, а увозят в сторону Керчи, в сторону Красногвардейска, Армянска и так далее. Но для того, чтобы наши слушатели понимали, что от Симферополя Армянск 160 километров, допустим, Советская ЦРБ Советского района находится в 100 километрах. Кстати, совсем недавно был случай, когда вызвали скорую помощь, и скорая помощь приехала в Симферополь за 100 километров из Советского района. Это говорит о том, что загруженность машин скорой помощи велика, и, соответственно, это говорит о тех масштабах инфекции в Крыму. Кроме того, мы видим следующие моменты. Если мы опять же вернемся к статистике, вот только по данным Крыма, мы видим, что по так называемым официальным данным, что рост начинается где-то с 20 июля, и мы это больше связываем с тем, что активно приезжали туристы из Российской Федерации, и, соответственно, сейчас продолжают приезжать, особенно из Москвы, люди, которые имеют определенную симптоматику или пытаются переждать сам карантин не в Москве, а непосредственно на южном берегу Крыма.
Если мы проверим амплитуду разницы между зараженными и выздоровевшими, то мы видим, что она сужается. Если на 20 число уже количество, разницы между зараженными и выздоровевшими 3000 человек, то еще на 13 октября было 2500. То есть мы видим увеличение, явное увеличение тех людей, которые разницу между зараженными и выздоровевшими. Это говорит о том, что количество людей с каждым днем зараженных все увеличивается. Кроме того, мы видим другую еще проблему, которую нам сообщают. Дело в том, что для скрытия, на мой взгляд, именно на статистике по ковиду пишут диагнозы двусторонняя пневмония. И несмотря на то, что ставит диагноз двусторонней вирусной пневмонии, в итоге умерших людей непосредственно передают родственникам в пакетах, засыпанных хлоркой. Это говорит о том, что, скорее всего, эти люди умерли от ковид. Кроме того, я хотел бы обратить внимание, что сами процессы, само отношение или по карантинным меркам, потому что людям не дают больничные. Вот, к примеру, несколько случаев было нами зафиксировано, когда обращались семьи. В семье муж болеет, и его госпитализировали в больницу. Причем у него именно в стационар, где непосредственно лечат ковид, правда, с диагнозом двусторонней пневмонии. У сына высокая температура, и его не освобождают от обучения в колледже. У младшего сына, который ходит в школу, не освобождают от посещения школы, и учителя заявляют, что ничего страшного, у нас более половины детей все кашляют, с температурой ходят в школу. Ну и, соответственно, родительницы, уже матери не дают больничные, и, соответственно, ей приходится с высокой температурой ходить на работу. И таких случаев, к сожалению, очень много. Далее, возвращаясь к больницам, мы четко понимаем о том, что сегодня практически 7-я горбольница, это 7-этажное здание, полностью перепрофилировано под ковид. Инфекционная больница, которая находится на территории 7-й городской больницы, и 2-й роддом, который находится на территории 7-й городской больницы, они полностью перепрофилированы под ковид. Кстати, в районах также перепрофилированы, но при этом они, в большей части, эти больницы, конечно, заполнены, в том числе и отдыхающими туристами из Российской Федерации, которых привозят из Алушты и Ялты. Но еще хочу рассказать об одном из наблюдений, или о нескольких наблюдениях, что на самом деле, почему мы под сомнение ставим данные, так называемые официальные данные оккупационной власти. Потому что по наблюдениям только в 7-й горбольнице на каждом этаже как минимум в день умирало от 3 и более человек. То есть это говорит о том, что все-таки оккупационная власть скрывает те реальные данные. Ну и я не могу утверждать, но во всяком случае есть и такие наблюдения, что, к сожалению, количество смертности, соотношение смертности среди коренного народа выше, но я пока не могу утверждать, по каким причинам, но во всяком случае есть и такие наблюдения. Поэтому я думаю, что перед нами стоит в том числе задача промониторить и собрать информацию, почему так возникает, так происходит. Возможно, из-за непредоставления современной медицинской помощи. Кстати, люди жалуются, что отсутствуют лекарства, лекарственные средства. И люди, конечно же, пытаются покупать антибиотики импортного производства, потому что российские лекарственные средства оказываются неэффективными. Хотя на самом деле там рекомендуют лечение по протоколу. Поэтому это вот все те, пока вот те жалобы, те посылы, та информация, те наблюдения, о которых мы пока услышали, в процессе мы будем к ним возвращаться. Конечно же, не хватает специалистов в Крыму, и мы знаем, что после оккупации
многие специалисты Крымского медицинского университета выехали за пределы Крыма, и это, скорее всего, также отражается на ситуации. Ну и с другой стороны, конечно же, люди не хотят работать за низкие заработные платы. Но я вкратце охарактеризовал, рассказал о той ситуации, которая сегодня есть в Крыму с ковид. Ну а сейчас я все-таки хочу предоставить слово профессионалу, доктору медицинских наук Анжеле Владимировне Басанец. Пожалуйста, пані Анжела. Добрий вечір всім. Дякую за запрошення. Для мене це велика честь прийняти участь у вашому засіданні. Я представляю на вашій конференції Інститут медицини праці. Це інститут, який займається проблемами здоров'я працюючого населення, а також займається питаннями діагностики, клініки, лікування тих хворих, які постраждали внаслідок впливу небезпечних чинників на робочому місці. Тобто на сьогодні такою професією, таких професій декілька, які постраждали внаслідок ковіду. Але я хочу перш за все сказати, що пандемія, яка накрила нашу земну кулю, вона, на жаль, стосується всіх країн, всіх народів, немає обмеження для її розповсюдження, немає на сьогодні шляхів припинення кардинального цієї інфекції. І я думаю, що з цією проблемою нам ще багато років попереду жити і боротися з нею. Що стосується статистичних даних, які наводив сьогодні також і пан Ескандер, я хочу сказати, що статистика річ дуже суб'єктивна, тому що різні підходи в різних країнах до оцінки захворюваності, летальності, в тому числі і від ковіда. Залежно від того, які показники представляють, і статистику можна представити в залежності від інтересів особи, яка її представляє. Можна показати абсолютну кількість захворілих, і якщо для Америки 100 захворілих це небагато, а для маленької країни це буде дуже висока захворюваність, то прийнято представляти все-таки більш об'єктивні показники, тобто в розрахунку на 100 тисяч населення. І ці цифри дуже різняться. Статистика по ковіду різниця також і в зв'язку з тим, що в різних країнах існують різні підходи до оцінки в плані проведення позитивних тестів. Деякі вважають позитивним ковід тільки при наявності ПЛР-тесту. В деяких країнах визначають позитивний ковід при наявності антитіл, тобто це тест імуноферментний аналіз. Тобто підходи різняться, тому об'єднати всі ці цифри і оцінити їх об'єктивно на сьогодні дуже складно. Що стосується нашої країни, України, то знаємо, що антирекорд був 17.10 побитий, більше 6 тисяч захворілих було в Україні. Трошечки в останні дні ці цифри знижуються. Що стосується Криму, на сьогодні знаємо, що більше 9 тисяч випадків, підтверджених ПЛР-тестом випадків цього захворювання. Але в мене ця статистика трошки викликає в мене сумніви, тому що, наприклад, за останній тиждень, це офіційна статистика, яку ми можемо взяти з відкритих джерел, в Криму за останній тиждень на 40% виросла кількість негоспітальних пневмоній. Що це за пневмонії негоспітальні? Тобто за останній тиждень зафіксовано 1693, точна абсолютно цифра, позагоспітальних пневмоній за тиждень. Тобто за тиждень на 40% захворюваність зросла. В мене є великі сумніви, що ці всі пневмонії, що всі ці хворі, по-перше, були протестовані, яка етіологія цих пневмоній і чому кількість цих пневмоній стала зростати зараз. Мені здається, що це все-таки результати намагання приховати істинного стану речей з багатьох причин. Причини можуть бути, тут не моя компетенція їх обговорювати, бо я лікар-клініцист.
Я хочу сказати, що на сьогодні від катастрофи, на мою думку, Крим спасають також санкції. Ті туристи, які завжди були наявні в Криму з західних країн, ті туристи, які приїздили в Україну з України, зараз це все закрито і немає, скажімо так, лімітована можливість контамінації населення Криму від іноземних туристів. І мені здається, що це в якійсь мірі, якимсь чином все-таки впливає на ситуацію. Від чого також залежить статистика? Від матеріального забезпечення. Мені здається, що, і пан Іскандер це підтвердив, що все-таки фінансування медицини в Криму залишає і ведеться по так званому залишковому принципу. Тому під питанням, чи достатня кількість проведених досліджень, чи ці дослідження виконуються дійсно професійно і згідно міжнародних стандартів, ми цього всього не знаємо. Ця інформація для нас є здебільшого недоступна. Ми можемо тільки подивитись на те, що нам пропонують здебільшого якісь пропагандистські канали з цього приводу, і іншої інформації немає. Я хочу ще звернути увагу вашу і наших слухачів на те, що, на жаль, в умовах цієї пандемії під високим ризиком зараження, контамінації, під високим ризиком смерті виявились такі професії, як медичні працівники, як працівники, що пов'язані з обслуговуванням пацієнтів хворих на ковід, там, де є концентрація цих хворих, в домах, в будинках для престарілих людей, в клініках, в хоспісах і так далі. Ось в Україні є спеціальна така наукова епідеміологічна служба, вона розташована і в нашому інституті, також в Академії Шубіка проводяться ці дослідження, що серед медиків ризик захворіти на ковід в 3,5 рази вищий, ніж в загальній популяції, тобто ніж серед інших професій взагалі при аналізі. А летальність, тобто смертність від ковіду, в 2 рази вищий. І з травня місяця по жовтень місяць ці показники дуже-дуже перевищують, зростають з кожним днем, зростають і зростають. Окрім того, до професій, які підлягають підвищеному ризику зараження ковіду, відносяться і водії, де перевозиться велика кількість транспорту. І всі ці позиції, вони однакові. І для України, і для Криму, і для інших країн. І все залежить від того, яка політика по відношенню до карантинних, до заходів лімітування скупчення населення і професійних груп. Це дуже впливає на інтенсивність розповсюдження інфекції. Звісно, це новий виклик для нас, і для медиків, і для всього населення земної кулі. Але я хочу сказати, що з часом, коли росте професійність і медиків, і населення, обізнаність у питаннях запобігання розповсюдженню інфекції, у питаннях попередження зараження, все-таки ми бачимо, що останнім часом ці питання знаходять якесь вирішення. Я також хотіла б наголосити, що в Україні, наприклад, біля 14% всього ковіду, який зареєстрований, це ковід серед медиків. І ці захворювання визнаються професійними. Так має бути. Є така практика в усьому світі – презумпція професійного фактору. Тобто, якщо людина мала контакт в своїй професії, прямий контакт, і він доведений з джерелом інфекції, тобто з хворим, у якого встановлений ковід і підтверджений лабораторно, це захворювання в людини має компенсуватися державою. Кожен професійний випадок захворювання на гострий ковід, на професійний ковід, те, що ми будемо бачити з часом, коли це будуть стійкі ускладнення, і такі пацієнти вже починають до нас поступати в клініку, ми маємо першу пацієнтку з Житомиру, це має все компенсуватись. Я знаю, що за часів, коли Крим не був окупований, система захисту професійних працюючого населення в Криму працювала дуже достойно.
І головний профпатолог Зарема Момуджи, вона дуже багато надавала уваги цим питанням, і ми проводили спільні семінари, і бували за кордоном, ми вчились, ми навчались. Яка система зараз, от статистику з цього питання щодо професійного ковіду, я не змогла отримати у відкритих якихось джерелах. Але якщо відповідає дійсності те, про що говорив пан Іскандер, що доступ до медичної допомоги лімітований для простого населення, то я думаю, що те саме відбувається і для професійних груп. І це також, мені здається, питання, яке ми маємо обговорювати, коли ми хочемо розробити якісь загальні рекомендації для тих, хто залишився, для того населення, що залишилось в окупованому Криму, і для того, щоб допомогти людям все-таки мати допомогу держави, коли вони мають на те право. А це є абсолютно легальне питання, воно регламентується законодавчими державними актами, і мені здається, що це питання також би треба було підняти. Дякую, пані Анжела. Дело в том, что на самом деле, что делать Украине? Как заботиться о наших гражданах? А нужно ли перекрывать административную границу? Нужно ли ограничивать проезд наших граждан из оккупированной территории на материковую часть Украины? Понятно, что есть карантинные нормы. Понятно, что действительно мы должны защищать население материковой части Украины от возможного переноса на инфекции непосредственно из оккупированного Крыма. Но там же есть наши граждане, и я сейчас хочу предоставить слово юристам, в частности пани Юлии, которая в том числе и вела судебные, подавала иски в суды по поводу закрытия КПВВ. Пожалуйста, пани Юлия. Дякую дуже за запрошення. Я рада, що зможу на цій платформі також розповісти про наш досвід захисту прав громадян, зокрема кримчан. І я трохи розповім про історію нашої боротьби, тому що було зазначено паном Іскандером, що ми вели цю справу, але ми досі продовжуємо її вести, незважаючи на те, що нібито кордони знов відкрили. Але коли в березні 2020 року Кабінет міністрів України прийняв рішення, розпорядження, якщо точніше, про тимчасове припинення роботи контрольно-пропускних пунктів з Автономною Республікою Крим, ми з Громадським центром правосуддя одразу на це зреагували. На наше глибоке переконання, таке рішення Кабінету міністрів України є відверто дискримінаційним, є непропорційним, є необґрунтованим і є незаконним. Тому буквально через декілька днів після його прийняття ми подали позов до Окружного адміністративного суду міста Києва для того, щоб суд перевірив законність цього рішення. Чому ми вважаємо такі рішення незаконними? Тому що взагалі за період карантину таких практично аналогічні рішення вони приймалися двічі. У березні, як я зазначила, і у серпні 2020 року. Тому що спочатку була прийнята така безальтернативна заборона переїзду через контрольно-пропускні пункти в Крим для людей, які мають материкову прописку, реєстрацію, а з Криму на підконтрольну територію людям, які мають кримську реєстрацію. Це відверто було дискримінаційним, тому що навіть за період карантину не перекривалися шляхи сполучення між різними областями України. Навіть за Російською Федерацією, там на кордоні в Харківській області не перекривалися сполучення. Тому громадяни Росії в Харківській області могли приїжджати з Російської Федерації і повертатися назад. Натомість кримчани не могли з Криму виїхати, наприклад, до Херсону. І це є такою відвертою дискримінацією. Крім того, коли ми не заперечуємо те, що в таких надзвичайних умовах, коли держава намагається захистити своє населення, можуть бути застосовані обмеження прав людини. Зокрема, можуть бути застосовані обмеження в пересуванні.
Разом з тим держава має обґрунтувати, пояснити, чому саме такі заходи є необхідними і пропорційними цій загрозі, яка насувається, так, які держава намагається протистояти. Замість цього рішення, які приймалися, вони були без жодного обґрунтування, без навіть спроби зробити якісь дослідження, щось там в Криму, а яким чином буде це впливати на ситуацію, якщо кримчани будуть приїздити на підконтрольну територію України. Нічого цього зроблено не було, було просто прийнято рішення про заборону. Більш того, коли держава приймає якесь обмеження, вона має довести і переконатися, що меншим обмеження ця мета законна, яку вона хоче досягнути, не може бути досягнута меншим втручанням в права людей. Але також цього разу держава не пояснила, чому, наприклад, не можна забезпечити цю епідеміологічне благополуччя, наприклад, просто там самоізоляцію, або обсервацію, або проходженням якихось тестів. Державі було зручно просто заборонити і на цьому зупинитись. Разом з тим, коли ми подали вже позов до суду і отримали документи, які стали підставою для прийняття цих заборонених меж, ми побачили, що там ці розпорядження, вони були прийняті з порушеннями, тобто там задніми числами приймалися і надавалися необхідні документи і так далі. І взагалі сам характер цих заборон, його хаотичний характер, його непослідовний характер, його непередбачувальний характер, це все вносить досить такий негативний вплив на дотримання прав, зокрема кримчан та інших людей, які досі пов'язують своє життя як з Кримом, так і з підконтрольною частиною України. Тому що, коли ми досліджували цю проблему, ми моніторили соціальні мережі, і ми навіть запустили такий флешмоб «Ні стіні», до якого долучалися люди, які постраждали від цієї заборони. Там хтось не міг своїх старих батьків вивезти, хтось не міг потрапити до своїх родичів, які потребували допомоги. Це все ще пропало на вступну кампанію. До внесення певних змін випускники, які бажали вступити на підконтрольні території, вони не знали, випустять і впустять їх, і що їм робити. І там такий був хаос. Так от до нашого флешмобу долучилося багато людей, які висловлювали свою позицію проти цих заборон. Крім того, за нашими спостереженнями, від цього постраждали тисячі людей. І разом з тим, коли ми запропонували допомогу, юридичний супровід людей вже офіційно, щоб вони виразили своє таке незадоволення цими рішеннями уряду, то, на жаль, зголосилися офіційно заявити про свої претензії там 2-3 людини. Тому, говорячи про... Підводячи підсумки нашій роботі в цьому напрямку, я дуже закликала уряд і державні органи України все ж таки більш виважено підходити до таких чутливих і таких питань, які зачіпають дійсно важливі і права людей і великої кількості людей. Більш обдумано і обґрунтовано підходити до прийняття таких рішень, які впливають на долі людей. Але з іншого боку, і моє таке бажання як правозахисниці, щоб і люди були більш активними і виходили за рамки соціальних мереж і заявляли в офіційному полі про свої претензії до власного уряду. І останнє, що б я хотіла сказати, результатом наших, чому я говорю про те, що ми досі продовжуємо відстоювати нашу позицію у судах. Тому що суди виявились не готовими, або, я не знаю, можливо, це і якась така навмисна або не навмисна, але факт є фактом. Позов, поданий у березні 2020 року, досі не розглянутий. Тобто з такого найактуальнішого питання, коли необхідна відповідь судової влади тут і зараз, для того, щоб взагалі визначитися, уряд що робить правильно чи ні, чи може він приймати такі рішення у майбутньому,
суд досі не виніс рішення. Стосовно нашого другого позову, стосовно другої заборони, другої волнистої хвилі заборони у серпні, перше судове засідання призначено аж на 30 жовтня. Тому моя друга рекомендація, вже більш, напевно, до судової влади України, все ж таки більш швидко реагувати на такі актуальні запити суспільства, тому що тут саме судова оцінка дуже важлива. Дякую. Дякую, пані Юлия. Я думаю, мы будем возвращаться ко всем в процессе дискуссии. Может быть, у наших слушателей появятся вопросы. Я еще раз напомню, что вы можете писать на страницу Facebook и также писать в группе. И мы со своей стороны, конечно, озвучим ваши вопросы для наших экспертов. Ну и, конечно же, когда мы говорим, что должно делать украинское государство, чтобы защитить наших граждан в условиях пандемии. С другой стороны, мы понимаем, что Украина не контролирует оккупированные территории, но при всем том мы можем допустить различные ситуации, когда, может быть, наши граждане вынуждены будут приезжать на материковую часть Украины, чтобы получить адекватное лечение. Я сейчас моделирую или прогнозирую, что может быть. И поэтому, конечно же, я думаю, что и власть должна реагировать на все эти вызовы возможные. Ну и, конечно же, как это может повлиять на международную политику, на международном уровне. Поэтому сейчас я хочу предоставить слово профессору Бабину. Пожалуйста, Борис. Доброго дня. Хотелось бы сказать, что пандемия коронавируса в 2020 году для Крыма в силу его нынешнего правового режима была достаточно своеобразной. И хотя действительно упомянуты были санкции, все же первые официально заболевшие в Крыму появились именно из европейских стран. То есть здесь мы видим, что все-таки Крым через пользование крымчанами украинскими документами каким-то образом интегрирован в мировые системы. Но все же я согласен с тем, что с какого-то момента полностью власть оккупационная в Крыму, как и в многих других местах, другие власти, утратила фактически контроль за ситуацией. Сложно доверять любым данным, поскольку они часто являются пропагандистским оружием, да, в условиях вооруженного конфликта. Ну, самый классический пример – так называемая вакцина. Да, то есть россияне не столько разговаривают о пандемии, да, не сколько разговаривают о, как говорил классик, война – это эпидемия, эпидемия – это война, о каких-то массовых мероприятиях по снижению летальности, да, разгрузке больничного коечного фонда и так далее. Они рассказывают о некой чудо-вакцине, да, разработанной российскими авторами. При этом эту вакцину торжественно привозят в Крым, при этом этой вакциной публично чуть ли не вакцинируют каких-то ведущих там лиц, в первую очередь это коллаборантов. Потом получается достаточно грустная история. Вот, например, Интерфакс сейчас сообщает, что так называемый мэр Ялты погиб в Санкт-Петербурге и, как пишут в СМИ, якобы погиб от осложнений, вызванных вот этой прививкой. То есть, ну, достаточно интересная ситуация, да. Опять же таки, насколько вот это непонятное прививание обязательно, если это обязательно для крымчан, здесь Россия совершает правонарушение международное. Крымчане не могут быть жертвой любых биологических экспериментов. Это запрещено Римским статутом Международного уголовного суда. Если мы видим ситуацию, когда действительно у принудительно привитых возникают какие-то проблемы, это основание для обращения в международные инстанции, поскольку крымчане не давали своего согласия российской власти на такие манипуляции, они защищены Женевскими конвенциями. С другой стороны, говоря о самой медицине, конечно же, нельзя не упоминать не только о лечении, но и о профилактике. К сожалению, Российская Федерация, демонстрируя, с одной стороны, такие полуфейковые карантинные мероприятия, ну, это не только для России характерно, для других стран тоже, да, но Россия отличилась еще тем, что Крым, поскольку рассматривается этой страной как своя военная база, она, естественно, в условиях пандемии не снижала нагрузку в сфере учений, передислокации сил и средств,
И это уже летом привело к тому, что летом, хотя еще на самом полуострове, ну, хотя бы летальность, да, была на каком-то еще приемлемом уровне, чрезмерная, так называемая, эпидемиологическая, потому что только по ней сейчас можно действительно более-менее судить о ситуации. Была ситуация, где-то это был конец июля-август, насколько я помню, когда абсолютно тотальным была зараженность, собственно, солдат оккупационных сил. То есть российские военнослужащие в Крыму поболели практически поголовно, и это было связано с их постоянным сосредоточением, нахождением в соответствующих условиях. Это умалчивалось, но это была достаточно тяжелая ситуация, и русские из-за этого даже думали о переносе либо изменении формата учений Кавказ-2020. Как известно, эти учения прошли в Крыму. Это наиболее массовые российские учения ежегодные. В сентябре, в конце сентября, и к тому времени просто уже большая часть военнослужащих переболела. Она переболела, и поэтому каким-то образом они смогли все это обеспечить. Хотя, опять же таки, в этой ситуации, в ситуации проведения массовых мероприятий, достаточно действительно, как вот говорила Юлия, необоснованных, когда вы накладываете какие-то запреты, власть накладывает, у нее какая здесь, любой власти, но при этом необоснованно, не запрещая что-то другое, это провоцирует ситуацию. Когда вы запрещаете, например, деятельность малого бизнеса, когда вы запрещаете перевозки, когда вы ложите на обсервацию абсолютно всех, кто прибыл в Крым с так называемых третьих стран, а имеется в виду в первую очередь подконтрольная территория, но при этом проводите парады, концерты, чествование Второй мировой войны и так далее в то же самое время, где собираются десятки тысяч людей, это достаточно контрастно. И это, конечно же, тоже не тот фактор, который обеспечивает ситуацию. Я думаю, что действительно, как по изложению ситуации с закрытыми пунктами пропуска, есть здесь основания для жалоб, в том числе международной инстанции. Конечно же, в случае принудительного вакцинирования это тоже имеет место быть. Кроме того, если мы говорим о каких-то международных механизмах, которые сегодня можно применять тут и уже, я бы рекомендовал механизмы ООН, поскольку ООН сегодня очень плотно занимается ситуацией ковида. Мы должны указывать Объединенным Нациям на то, что мы не можем обеспечить реальный мониторинг ситуации в Крыму, но мы видим по чрезмерной смертности достаточно сложную ситуацию. Мы можем в очередной раз предложить международным мониторинговым миссиям, специальным докладчикам посетить полуостров или хотя бы обратить дополнительное внимание на ситуацию в Крыму. В частности, мы видим, что, например, есть соответствующая деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ и ООН, да, есть у нас отчеты ОБСЕ, там Крым очень мало упоминается, но упоминается иногда. Есть отчеты ООН, которые сводятся к ежегодному отчету генерального секретаря. Вот он был обнародован в сентябре месяце, и вот достаточно такому моему сожалению, я в этом отчете детального изложения ситуации прав человека в условиях ковида не нашел. Это можно объяснить, в первую очередь тем, что отчет все-таки писался за весь год, и как любая бюрократическая документация, скорее всего, был готов уже летом, когда эпидемия только заходила в разгар. Но я думаю, что в следующем ежегодном отчете генерального секретаря ООН это будет отражено, как и бездействие и негативные действия оккупационной власти, возможно, вот эти чрезмерные, к сожалению, слава богу, отмененные ограничения на въезд-выезд на полуостров. Это единственный механизм сегодня как-то воздействовать на международном уровне. Поскольку мы видим, что, повторюсь, Россия переводит ситуацию с ковидом в Крыму в плоскость пропаганды, в первую очередь, и наша цель, когда будет действительно разработаны эффективные вакцины, либо методики лечения, которые действительно оправданы на практике, требовать от оккупационной власти с тем, чтобы соответствующие стандарты, как минимум одобренные МОЗ, были применены в Крыму, а не фейковые вакцинации, не упомянутые уже так называемые внебольничные пневмонии и так далее. Спасибо. Спасибо большое, пан Борис. И вот здесь как раз вопрос у нас, мы уже постепенно переходим к вопросам и ответам, потому что здесь наши слушатели посылают вопросы. В данном случае вопрос задает Андрей Чвалюк, но я думаю,
Борис в какой-то степени уже ответил. Как можно с помощью международных организаций повлиять на ситуацию с медициной в Крыму? Ну, тут больше адресовано к профессору Бабину. Еще раз можно вопрос? Как можно с помощью международных организаций повлиять на ситуацию с медициной в Крыму? Я бы все же предложил МОЗ отдельно осветить проблему борьбы с пандемией в условиях межгосударственных конфликтов. Это важно не только для Крыма, для многих мест. Я думаю, им это должно быть интересно. Я знаю, что в рамках ООН, в рамках площадок по вопросам коренных народов, да, обсуждается уязвимость коренных народов к вирусу. Я думаю, что здесь Меджлис и Крымско-Татарский ресурсный центр могли бы дать соответствующую информацию и настоять на обсуждении ситуации в Крыму. Но все-таки в первую очередь это Международная организация здоровья, охраны здоровья в каком-то измерении. Это вот общие механизмы, да, в первую очередь спецдокладчики ООН. Если мы говорим о международных судах, то, конечно, вот я уже сказал, есть какие-то основания для исков, но это очень долгосрочная ситуация. И я надеюсь, что к тому времени, как эти решения будут вынесены, мы уже будем вспоминать о ситуации пандемии как об историческом опыте. Спасибо. Я обращаюсь опять же к нашим слушателям. Я думаю, что многие из нашей дискуссии поняли, почему у нас тут сочетание экспертов именно в области права и в области медицины. Потому что мы рассматриваем эту проблему не только с медицинской точки зрения, мы рассматриваем и с юридической, с правовой, социальной. И, конечно же, для нас очень важно, как мы можем оказать содействие или помощь нашим соотечественникам, которые проживают на оккупированной территории. И, конечно же, что необходимо предпринять. Кстати, вот тут следующий вопрос есть о том, что, ну, тоже связан в какой-то степени с международным влиянием. Возможно ли инициировать миссию Всемирной организации здравоохранения для изучения реальной ситуации в Крыму? Я не знаю, кто, Борис, вы, может быть, Юлия, может быть, пани Анжела. Но я буду очень краток. Предложить можно. МОЗ – это организация ООН, они будут действовать в соответствии с резолюциями Генассамблеи по Крыму. То есть они обратятся к нашим властям. Наши власти, скорее всего, не откажут. После этого они дадут ноту русским, что пустите нас как оккупирующее государство. Русские скажут, сначала признайте нашу юрисдикцию в Крыму, на этом переписка закончится. То есть разные международные организации за последние 6 лет проходили этот путь, он одинаков. Я не думаю, что для МОЗ кто-то будет сделать исключение. Единственный вариант, вот опять-таки, возвращаясь к пропаганде, я не исключаю, что русские сами запустят в Крым какую-нибудь так называемую международную миссию по мониторингу, но она не будет носить официальный характер. Ну, например, они могут взять каких-то экспертов, граждан России, либо сателлитов России, сказать, что это международная миссия. Но на данный момент я такого не ожидаю, поскольку для россиян они все воспринимают через пропаганду. Да? И для них сегодня вопрос ковида – это вопрос чуда вакцины Российской Федерации, которая спасет мир. Вот у них только так это подается, и, соответственно, они будут это делать не в Крыму, а где-то в третьих странах, в иных юрисдикциях, и там будут проводить какие-то шоу. Поэтому здесь пока вот ситуация такая. Понятно, спасибо. Кто-то хочет добавить именно по этому вопросу из экспертов? Я бы попросил бы пани Анжелу, как все-таки медика, как врача, чтобы вы могли бы порекомендовать нашим соотечественникам, с учетом того, что действительно там многих, я бы даже сказал, принуждает к вакцинации. Насколько мы знаем, эта вакцина не зарегистрирована и непосредственно Всемирной организации здравоохранения. И что необходимо предпринимать? Как все-таки бороться даже в тех условиях с ковид, в которые они оказались? Вот какие бы ваши были бы рекомендации? Я хочу дійсно і хотіла втрутитись в нашу дискусію і підтримати повністю пана Бориса, тому що ситуація з вакциною – це просто фейкова і смішна ситуація. За оцінкою і українських, і міжнародних спеціалістів, клініцистів, епідеміологів, інфекціоністів, це просто є якийсь неприпустимий фейковий захід. Вакцина, яка не пройшла третю фазу, тобто це клінічне дослідження на людях.
Вакцина пройшла дослідження на хомячках, якісь попередні зовсім етапи взагалі її токсичності були перевірені, а не ефективності. І тому дійсно те, що відбувається зараз з вакциною, якщо це дійсно відбувається і її зараз почали застосовувати, це є просто експеримент, це як третя клінічна фаза, але без належного наукового і клінічного супроводу. Цього не можна допускати, про це треба говорити, про це треба виступати. І мені здається, що українські функціонери від медицини мають просто зробити це просто міжнародний скандал. Тому що говорити про вакцину, яка не пройшла третій етап клінічного випробування, ну, такого, мені здається, взагалі не відбувалося. І навіть якщо вони запросять там країни третього світу чи ще когось, то це не є гуманним по відношенню ні до кого, а тим більше до громадян Криму, які і так опинились в такій складній соціальній, економічній, моральній ситуації, в якій вони знаходяться зараз. Це просто є неприпустимим. Тому дійсно, мені здається, що треба звертатись до виконавчої влади і вирішувати питання з тим, щоб застосування саме цієї вакцини було припинено і було заборонено. І треба інформувати і самих громадян Криму для того, щоб вони уникали цієї вакцинації, тому що це абсолютно точно приведе до тяжких наслідків, бо невипробувана вакцина – це дуже небезпечно. Навіть від вакцин, які пройшли всі наукові дослідження, всі етапи клінічних випробувань, є тяжкі наслідки, від яких люди гинуть, від яких є дуже тяжка патологія розвивається. А тим більше від такого смішного їхнього винаходу, тим більше цього не можна допустити. Я абсолютно згодна, що треба про це говорити і треба якось це припиняти. Дякую, пані Анжела. Я хотел бы еще обратить внимание, что в декабре 2020 года будет заседание экспертного механизма по правам коренных народов на тему последствия ковид для коренных народов. И как раз-таки мы опять же говорим о крымско-татарском народе, о коренном. Мы знаем, что на территории Крыма все-таки проживают еще два коренных народа, это караимы и крымчаки. Тем более караимы и крымчаки, которых, особенно крымчаков, можно на пальцах сосчитать. Поэтому, что бы мы могли бы порекомендовать для того, чтобы собрать более такую, скажем, информацию, о которой можно было бы озвучить на экспертном механизме по правам коренных народов? Возможно ли какой-нибудь там условно народный реестр по смертям от так называемого диагноза двусторонняя пневмония, сопоставить, может быть, с какими-то другими, скажем, непосредственно с самим диагнозом, с летальностью от ковид и так далее. Что мы могли бы порекомендовать и какое внимание мы могли бы уделить наших граждан, особенно представителей коренных народов, непосредственно на оккупированной территории? Ну, моя думка така, що реєстри захворювань в Україні існують. Є спеціальні організації, які залучені до виконання таких робіт. Але що стосується Криму, мені тяжко сказати, бо я є лікар-клініцист, і мені здається, що питання заснування таких реєстрів, що питання моніторингу захворюваності, організації саме алгоритму цього, це має вирішуватись функціонерами від медицини спільно з юридичними спеціалістами юридичного профілю. Кто-то еще хочет добавить? Пані Юля, пан Борис? Да, я пару слів скажу з цього приводу. Мені, як громадянці України, як кримчанці також, трохи не вистачає активної позиції України стосовно демонстрації готовності допомагати кримчанам. Наприклад, мало інформації про те, куди можуть звернутися за допомогою, за медичною, зокрема, допомогою громадяни, які прибувають з Криму на підконтрольну територію. Можливо, навіть на цих самих контрольно-пропускних пунктах можна надавати таку інформацію. І
тобто, де можна отримати першу допомогу, до кого можна звернутися, і стосовно моніторингу, і я думаю, що, можливо, це було б корисно, навіть якісь електронні бази, я не знаю, навіть там у форматі Google Form, тобто, які б могли заповнювати люди, до яких б вони мали доступ навіть з території Криму, щоб могло надати, можливо, не дуже точно, але якусь альтернативну інформацію стосовно стану захворюваності в Криму. Дякую. Еще кто-то хочет добавить? Вот еще такой вопрос. Насколько возможно, чтобы была забота украинского государства о своих гражданах, проживающих на оккупированной территории, развернуть, скажем, госпитали по ковид на приграничной территории, для того, чтобы оказать помощь непосредственно людям из оккупированной территории? Вот есть такой вопрос здесь. Я хочу прокомментировать это, исходя из того, что примерно представляю себе ситуацию с медобеспечением в прилегающих к оккупированному Крыму районах. На самом деле, достаточно наивно предполагать, что человек выйдет из города Симферополя с его, хоть и подконтрольными оккупантам, но десятками лечебных заведений и поедет лечиться куда-нибудь в амбулаторию Новотроицкого района. Да? Здесь мы видим ситуацию географии и логистики. Конечно же, те медучреждения, которые на подконтрольной территории находятся вблизи Крыма, они не хуже, чем в Крыму, если взять, там, например, сравнить Джанкойскую больницу, да, и геническую, но при этом у них ограниченное количество койкомест. Это сразу же, вот, я хочу даже, может быть, вот, пояснить фактические причины, да, ситуации с запретами, насколько я их себе вижу. Я их себе вижу в основном в том, что на момент, когда принимались все эти запреты по въезду и выезду в Крым, столкнулись абсолютно с практической ситуацией, когда людей нужно отправлять на обсервацию, а физически некуда. То есть есть нормативная база, а потом они посмотрели на географию, на то, сколько там коек, и сказали, да нет. Я не говорю, что это оправдывает позицию правительства, но, скорее всего, именно такой была логика мышления, что, вот если, например, там человек пересекает госграницу с РФ где-нибудь под Харьковом, вот, пожалуйста, едь в Харьков на обсервацию. А здесь особо негде. Обсервация была открыта в Херсоне, она функционировала, она абсолютно нормальная. Она была предназначена в первую очередь для лиц, пересекающих госграницу в Херсоне, это моряки и аэропорт. Но она была ограничена по койко-местам. Поэтому в этом случае говорить о том, что Украина должна была разворачивать сразу какие-то госпиталя в условиях марта, когда действительно клиника была небольшой, да, не малочисленной, это странно. Говорить об этом сейчас, не знаю, возможно. Все будет зависеть от реальной ситуации в Крыму. Но я бы все-таки сконцентрировался не на каких-то палаточных городках в степи, а все в зимний период, да, для больных пневмонией, а все-таки на логистике каких-то все же учреждений и, возможно, резервировать какой-то больничный фонд для возможных крымчан, естественно, не в сельской местности, в ближайших областных центрах, это в первую очередь Херсон, Николаев, Запорожье, с тем, что люди, пресекающие КПП, если у них действительно ситуация критическая, чтобы их могли госпитализировать. Об этом, в принципе, могли подумать. Это решается на уровне обладминистрации, на самом деле. Это даже не уровень Кабмина. То есть такие вещи, как резервирование мест, расчет, куда логистически направлять крымчан, это ответственность местной власти. И региональной, скажем так. Но здесь, я думаю, с позиции организации, здравоохранения, здесь, наверное, местная власть сама не потянет. Здесь должно быть финансирование из государственного бюджета Украины. И, кстати, вот здесь вопрос сразу же, видать, дальше не дослушали, сразу же написали, когда вы, Борис, говорили о том, что поедут из Симферополя, к примеру, там в Херсон или куда. Тут был вопрос сразу же, из Симферополя же везут в армянскую больницу, или, вернее, направляют в армянскую больницу или в Керчь. Поэтому вот здесь вот такие вот, скажем, аналогии слушатели приводят. Пани Анжела, вы как специалист, как медик, можете что-то прокомментировать именно в этом плане по поводу возможности разворачивания
Понятно, что это медицинский персонал, что сейчас и в самой Украине не так просто с этой ситуацией, но как скажем, рука помощи своим гражданам и создание условий для дальнейшей работы. Так, Для помощи. ясно, що в нас болить серце за ту ситуацію і за наших громадян і співвітчизників, але я хочу сказати, що на сьогодні в Україні госпітальні місця першого рівня, які були виділені для лікування хворих на ковід, вони вже майже повністю заповнені. І в тих регіонах України, які відносяться до червоної зони, вони вже переповнені і відкриваються, заповнюються ліжка вже другого рівня. Тобто це не спеціалізовані стаціонари, не стаціонари пульмонологічні, не стаціонари інфекційні, і навіть стаціонари, в яких відсутня реанімація і все, що до того має додаватися. І на сьогодні, наскільки я знаю, навіть є таке розпорядження залучати до надання медичної допомоги, практичної медичної допомоги науково-дослідним інститутам. 500 ліжок Національна академія медичних наук України виділила для того, щоб підтримати систему охорони здоров'я в Україні, надавши допомогу таким хворим. Тому, на мій погляд, сьогодні це дуже складне питання щодо створення окремої госпітальної бази для таких хворих, які будуть перетинати кордон і які будуть потребувати лікування. Я думаю, що треба звернути увагу на удосконалення надання медичної допомоги в цілому в системі України і полегшити доступ до цієї медичної допомоги громадянам Крима. Мені здається, що таке вирішення буде більш раціональним. Дякую, пані Анжела. Ну і наше время уже подходит к концу. И, конечно же, очень хотелось бы услышать резюме, то есть выводы из нашей дискуссии. Какие вы могли бы дать рекомендации? Я каждому спикеру дам сейчас по 2 минуты. И в том числе я бы предложил бы сделать обращение к нашим соотечественникам в Крыму в связи вот с той сложившейся ситуацией, которая есть, связана с пандемией коронавируса. Пожалуйста, кто первый? Пожалуйста. Ну, давайте, пані Анжела. Добре. Я в заключення хочу ще раз подякувати за запрошення на таку цікаву і, мені здається, дуже корисну зустріч. Я навіть змогла подивитись деякі коменти і бачу, що до нашої конференції долучились дійсно спеціалісти із Національної академії наук, коментують. І наукова спільнота вважає, що ця проблема є надзвичайно глибокою і надзвичайно складною. Тому що ті громадяни, які опинились в ізольованій ситуації, в тяжкому соціально-економічному стані, в тяжких моральних умовах, ще додатковий виклик, він сприймається зовсім по-іншому. І Україна має нести відповідальність за те, як з даної ситуації треба виходити. Ми сьогодні вже обговорювали питання і про вакцинацію, і про викривлену статистику, яка не відображує реальний стан речей і захворюваності, і смертності наших співвітчизників в Криму. А це впливає на все, бо статистика – це є інструмент до дії, це інструмент до лікування, до профілактики, до компенсації цих захворювань, які отримали наші співвітчизники в Криму. Тому всі питання є дуже важливими. І вони мають вирішуватись інтегровано з залученням спеціалістів з різних областей знання: медицина, юриспруденція, економіка, соціальна сфера. Ми всі маємо діяти організовано і маємо в такий тяжкий період згуртуватися і бути разом. І дійсно, якщо є такі організації, як Кримсько-татарський ресурсний центр, і, може, й інші є організації, які опікуються станом здоров'я, станом надання медичної допомоги, станом взагалі ведення цієї тяжкої ситуації з ковідом. І, бачите, ми сьогодні цю увагу на себе взяли завдяки вам. І я думаю, що залучаться і завдяки нашій конференції люди,
які захочуть прийняти участь і будуть вважати, може, своїм обов'язком навіть прийняти участь у вирішенні таких проблем. Тому я, по-перше, хочу подякувати організаторам конференції, подякувати спікерам сьогодні, бо я і для себе винесла сьогодні дуже важливі моменти, над якими треба думати і які треба реалізовувати. А тим більше над цими моментами треба думати уряду України і тим людям, від яких залежить надання медичної допомоги в умовах пандемії в Криму. Дякую. Дякую, пані Анжела. Пожалуйста, Борис. Очень кратко, потому что, мне кажется, садится компьютер. Основной позыв сегодня к населению оккупированного Крыма – это соблюдайте меры предосторожности, социальную дистанцию, масочный режим, повышайте иммунитет доступными методами, избегайте скопления людей, то есть общих характеристик. Да? По ситуации здоровья, конечно, пытайтесь получить независимую консультацию врача, которому вы доверяете. Учитывайте две вещи. Первое. Вами манипулируют, ситуация пандемии используется так называемой властью в Крыму в первую очередь в пропагандистских целях. Это нужно понимать всем, потому что политические предпочтения, да, вопрос, чей Крым и так далее, это, конечно, важно, но собственная жизнь дороже. Подумайте над этим. Это очень важно и касается всех членов ваших семей. И вторая часть этого совета. Не вакцинируйтесь российской вакциной. Это опасно. Это не лечение, это пропаганда. И здесь, помимо вот этого призыва к крымчанам, я хотел бы порекомендовать общественным организациям призвать украинскую власть отреагировать на эту ситуацию, призвать международное сообщество отреагировать на ситуацию. Мы не можем быть равнодушным к насильственному, либо полунасильственному, добровольно-принудительному вакцинированию наших граждан, не сертифицированной, опасной для жизни и здоровья вакцины в Крыму. На сегодня, я считаю, это самый главный вызов, который мы, например, не медики, но лица, доверяющие медикам, доверяющие инструкциям МОЗ, можем уже спокойно утверждать. Спасибо. Дякую, пане Борисе. А сейчас я хочу предоставить слово пані Юлії. Дякую. Я хочу акцентувати увагу на головному. Питання допомагати, не допомагати громадянам України, які проживають в Криму. Питання спасати їх, не спасати, надавати якусь допомогу – це взагалі не питання. Це не питання вибору. Це обов'язок держави України. Яким чином він буде найбільш ефективно реалізований, це вже питання, і це завдання і виклик для української держави, для уряду і інших державних організацій. Тому я закликаю нашу державу не забувати про свої обов'язки, знову ж таки приймати виважені, пропорціональні, необхідні, ефективні рішення. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом будуть розглянуті наші позови в судах, які нададуть відповіді, які хвилюють тисячі громадян, які проживають в Автономній Республіці Крим, і продовжують кожного дня непокоїтись, а не закриють, чи не закриють завтра контрольно-пропускні пункти. Тобто це кожного дня такий напряг, і який додає додаткового навантаження, який впливає, наскільки я знаю, негативно, зокрема і на імунітет, і це не повинно так бути. Державна політика має бути прозорою, передбачуваною и сбалансованной. Спасибо большое, пани Юлия. Я хочу поблагодарить всех наших спикеров, наших экспертов за активное участие в дискуссии. Я думаю, она будет полезна для наших соотечественников, она будет полезна для органов власти. Я думаю, мы действительно подготовим ряд предложений на основании нашей дискуссии в органы государственной власти Украины, для того, чтобы была реакция украинского государства. Но обращаясь к нашим соотечественникам, я хочу сказать следующее, что насколько адекватно оказывает вам медицинскую помощь оккупационная власть, мы будем, конечно, стараться мониторить и об этом говорить на различных международных площадках, потому что мы будем, несмотря на то, что мы находимся на дистанции, следить за всеми этими процессами, мониторить и, соответственно, выявлять те негативные действия, которые совершают в отношении вас. Что касается украинского государства, то мы со своей стороны, конечно, будем делать все, чтобы Украина, как государство, гражданами которого вы себя считаете,
должна все-таки позаботиться о вас и, соответственно, предпринимать определенные меры. Понятно, что Украина не контролирует Крым. И, конечно же, лично я вам хотел бы посоветовать следующее, что лучшее лечение – это профилактика. И многое зависит от вашей дисциплины. Ограничьтесь или отложите массовые мероприятия, отложите свадьбы, отложите какие-то публичные мероприятия, какие-то праздники. Потому что жизнь каждого члена семьи – это, для нас это стоит очень дорого. Поэтому наша задача, чтобы вы оставались здоровыми, чтобы вы не болели, чтобы вы сохранились в Крыму, и чтобы мы как можно быстрее встретились уже в свободном Крыму, и чтобы вы все были здоровы. До свидания, до новых встреч. До свидания.